Лолита Албогачиева выезжает с гуманитарными миссиями в страны Африки с 2021 года, а в зону специальной военной операции с 2023. Ее движущая сила – желание быть полезной там, где в этом особенно нуждаются. С первых дней боевых действий в зоне СВО Лолита Абдусаламовна стремилась помочь соотечественникам. Уже через год она стала первой женщиной из Ингушетии, ставшей волонтером-медиком в зоне спецоперации. Во время первой командировки врач работала в палаточном городке в Мариуполе. Команда медиков жила за городом, а на место работы их каждый день доставлял автомобиль Центра медицины катастроф. С последней поездки в зону спецоперации Лолита Албогачиева вернулась 11 марта, на следующий день после выхода указа президента о награждении. В течение месяца она оказывала медицинскую помощь в Донецке, Макеевке, Снежном и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Получение ордена за заслуги перед Отечеством – это, конечно, очень высокая оценка того скромного вклада, который я внесла в работу в зоне СВО. Я очень благодарна, и я считаю, что меня это обязывает работать еще лучше. Указом президента Путина, так же, как и меня, наградили медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Далиеву Зару. Поездки в страны Африки занимают отдельное место в биографии Лолиты Абдусаламовны. С 2021 года она уже 7 раз отправлялась туда, чтобы помочь населению, у которого нет доступа к нормальной медицинской помощи. Последняя гуманитарная миссия завершилась в ноябре 2024 года. Команда Вейлор посетила Мавританию, страну, где более 40% населения находятся за чертой бедности. Люди живут в домах, сделанных из брезента и старых досок. У них нет воды и большинства благ цивилизации. Лечили очень большое количество детей. В день проходило, бывало и 100 человек. Один раз было, что 100 человек посмотрела с раннего утра до поздней ночи, а так 70, 80, 60 человек приходилось в день смотреть. Организатор интернациональных гуманитарных миссий Мовсар Барщигов. Врач из Чечни, который сейчас работает в клинике Германии. Около 17 лет он путешествует по миру с благотворительными миссиями, оказывая помощь тем, кто не может позволить себе платную медицину при полном отсутствии бесплатной. Имам мечети в Берлине рассказал, что у него в Мавритании учится сын, и что это очень бедная страна. Ну и вот так вот в ходе разговора, там был еще один имам с ними, мавританец, он спросил Мовсара: а вы могли бы приехать к нам? Мовсар говорит: да, конечно, мы можем приехать. И вот его сестра организовала вызов нам, организовала нашу поездку. За эти годы Лолита Албогачиева столкнулась с историями, которые в очередной раз убедили ее: помочь можно не всем. Команда Вейлор лечила жителей африканских стран от малярии, дизентерии и других инфекционных заболеваний. Сталкиваются опытные врачи даже с очень редкими болезнями, которых до этого на практике не видели. У нас была девочка 7-8 лет с генетическим заболеванием, у которой соединительная ткань разрослась так, что она не могла разговаривать, не могла жевать. Ее кормили через трубочку, молоком поили. Бабушка плакала, рыдала, просила ей помочь. К сожалению, мы были бессильны. В следующую нашу поездку этой девочки уже не стало. Это было очень редкое заболевание, с которым мы никто из нашей команды не сталкивались. В свою первую поездку Лолита Абдусаламовна подхватила инфекцию. Врач вела прием мавританских детей, страдающих от малярии. Остальные члены команды уехали в клинику проводить операции. Лолита Абдусаламовна резко почувствовала себя плохо, но прием, несмотря на состояние, не отменила. Они почти сутки уже провели в ожидании нас, и я никак не могла сорвать прием. А мне очень плохо, я не в состоянии была вести работать. Не знаю, Аллах, наверное, дал силы. Я как сейчас помню, 45 или 46 детей я в тот день посмотрела. Вызвали мне местного врача, он посмотрел, он меня успокоил, я уже себе диагноз поставила — малярию. Он меня успокоил, сказал, что это не малярия. Уже в апреле команда поедет с гуманитарной миссией в иракский Курдистан. Врачи активно готовятся к этой поездке, собирая медикаменты. Лолита Албогачиева перед миссией больше не испытывает тревоги. Она всецело доверяет сплоченной и дружной команде, каждый член которой – опытный и надежный специалист. Это очень важно, очень нужно знать, что тебя поддержат, что с тобой едут братья и сестры.
а не кто-то, кому в критической ситуации будет безразлична твоя судьба. Лолита Абдусаламовна – врач-педиатр с 30-летним стажем. Медиком она мечтала стать с детства. Работу свою очень любит и говорит, что ей никогда не бывает скучно. Семья всегда поддерживает ее во всех начинаниях, включая участие в гуманитарных миссиях. Езжу благодаря тому, что моя семья меня поддерживает. Мой муж согласен с тем, что эти поездки нужны. Он всегда меня поддерживает, и у меня нет с этим проблем. Коллеги Лолиты Албогачиевой отзываются о ней исключительно положительно. Ее деятельностью восхищаются. Они считают, Лолита Абдусаламовна проявляет не только мужество, но и настоящее человеколюбие. 2020 год был. У нас был здесь открыт стационар, отделение было, точнее, ковидное. Еще там в отделении она себя показала и грамотным доктором, и хорошим организатором, и хорошей коллегой, и другом хорошим. В нелегкой работе она проявляет исключительную стойкость и преданность своему делу. Ее жизненный путь – доказательство того, что даже один человек способен повлиять на судьбы многих людей. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.